Здравствуйте, на телеканале ТУВА-24 «Время новостей», в студии Мадр Санда. Президент Владимир Путин встретился с представителями партии «Единая Россия», чтобы обсудить итоги сбора предложений в народную программу. Путин подчеркнул, что забота о людях в этот сложный период приоритет, и предложил еще один социальный пакет – дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тысяч рублей. В нашей республике эту поддержку получит более 82 тысяч людей пенсионного возраста. Как отметил в своем блоге в Рио главы Тувы Владислав Хавалык, все эти меры очень своевременны и показывают, насколько глава государства погружен в реальные проблемы жителей. Президент поддержал и военных. По итогам года все военнослужащие получат разовые выплаты по 15 тысяч рублей. Мы знаем, как заботиться о военнослужащих. Министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу. Боеготовность первична, но всегда надо думать о людях, написал Владислав Хавалык. Президент также поддержал просьбу Шойгу о сохранении высокого уровня зарплат военнослужащих, у которых есть семьи и дети. По предложению главного санитарного врача республики правительство утвердило для предприятий общепита новые послабления ограничительных мер. Теперь заполняемостью зала не более 25%. Кафе и столовые могут работать в дневное время. Какие изменения внесены в указ в Рио главы Тувы, расскажет Айрасат. Главный санитарный врач Тувы Людмила Сальчак на аппаратном совещании сообщила о том, что Тува по ежесуточному темпу прироста среди регионов находится на 5-м месте. По рекомендации управления Роспотребнадзора региона правительство Тувы разрешило работать общепиту в дневное время с заполняемостью зала не более 25%. Кроме этого, на аппаратном совещании было отмечено, что с соблюдением мер безопасности разрешено работать библиотекам, музеям, паркам, базам отдыха с заполняемостью до 30%. Считаем возможным возобновление работы библиотек, музеев, парков, скверов, посещение озер, прибрежных зон, работа домов и баз отдыха с ограничением наполняемости не более 30% от мест размещения без проведения любых массовых мероприятий. Также считаем возможным работу предприятий общественного питания в дневное время с ограничением наполняемости не более 25% от посадочных мест без проведения любых массовых мероприятий. Руководитель Республиканского Роспотребнадзора отметила, что дальнейшие возможные послабления зависят от темпов вакцинации населения. Только при условии 100% вакцинации всех сотрудников предприятия общепита могут начать свою работу с 50% наполняемостью. Предприятия общественного питания в полную мощность смогут работать после проведения 100% вакцинации работников. И поэтому как они будут функционировать, все зависит от них. Министерством экономики Республики Тува в ежедневном режиме анализируется охват вакцинации работников против новой коронавирусной инфекции объектов общественного питания. И по завершению анализа могут, возможно, увеличение наполняемости до 50%. Индивидуальные предприниматели предоставляют списки тех сотрудников, которые прошли вакцинацию. Эти списки у нас предоставляются управлению Роспотребнадзора, однако предприниматели до сих пор не могут гарантировать 100% вакцинацию своих сотрудников. Вчера был подписан указ о внесении изменений в указ временного исполняющего обязанности главы по мерам по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня разрешается посещение парков, музеев, прибрежных зон, домов отдыха на озерах. У нас открывается наш этнокультурный комплекс Алтын-Булак для посещения туристами, наш комплекс Центр Азии. Как отмечают представители Роспотребнадзора, не стоит забывать, что в республике сохраняется режим повышенной готовности, где по-прежнему под запретом находятся массовые мероприятия, а также семейные праздники в банкетных залах. Для стабилизации эпидситуации, для снижения заболеваемости против новой коронавирусной инфекции необходимо усилить контроль всеми уполномоченными структурами, то есть за соблюдением обязательного масочного режима, за соблюдением социального дистанцирования. Сегодня в стационарах Кызыл от коронавируса получают лечение свыше 600 пациентов. В тяжелом состоянии находится 153 человека. На ИВЛ у нас находится 22 человека, из них на инвазивном 3, на неинвазивном 19. В стационарах медицинских организациях проходит лечение с пневмониями,
495 человек, в том числе 65 лет и старше 105 человек. Коечный свободный фонд на сегодня у нас составляет 40,6%. В Туве полный курс вакцинации получили более 76 тысяч человек. Сегодня, 24 августа, в Туве зарегистрировано 90 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За этот же период выздоровело 280 пациентов. Как отмечают в Роспотребнадзоре региона и в Минздраве, вакцинация – наиболее эффективный метод защиты от коронавируса и тяжелых ее последствий. Также напомним, что с 1 января комиссии установлено, что коронавирус унес жизнь 124 человек. Айрас Владимир Сюртюк, Мирана Иргит, Тува-24. Высокая рождаемость в Туве – большой плюс в масштабах всей страны. Дотационная республика принимает все меры для обеспечения детей местами в детсадах и школах, но по объективным причинам пока не может обойтись без поддержки федерального бюджета. Тему продолжит Даян Дансюрюн. В Туве количество первоклассников увеличивается из года в год. В этом году за парты сядут на 1500 школьников больше, чем в прошлом. Положительная демографическая картина ставит перед правительством сложные, но решаемые задачи. Мы посчитали, что у нас, во-первых, требуется ликвидация третьей смены, то есть у нас где-то 1800 учеников учатся в третью смену. Потом у нас 32 ветхих школы, это там порядка 6500 учеников, которые будут выбывать, которые не подлежат капитальному ремонту, потому что они построены были в 30-е годы. Соответственно, вот этот школьный фонд выбывает. И плюс 1500 учеников у нас добавляется ежегодно. То есть мы должны строить 1500 мест школьных и плюс еще ликвидировать вот эти отставания. У нас в текущем году у нас достраивается 3 детских сада, то есть это 2 в городе Кызыле и 1 в Шиганаре. Позавчера как раз посетили Шиганар, посмотрели, там все уже завершение строительства, то есть ребятишки уже там, я надеюсь, в конце сентября уже пойдут в детский сад. Сдается сейчас школа на левобережных дачах. Мы ведем активно сейчас работу, уже последние штрихи. Больше вопросы, так скажем, бумажные. То есть они, к сожалению, тоже отнимают много времени. И начато строительство школы на Байкакской, тоже 825 мест. Это как раз рядом с детским садом. Тува – дотационный регион. И в реализации многих масштабных проектов решающую роль играет федеральное финансирование. Это касается строительства и школ, и детских садов. Сегодня стройка объектов осуществляется по программам софинансирования, когда деньги выделяются как из федерального бюджета, так и из регионального. В условиях растущей рождаемости власти региона берут на вооружение методику концессии. Определенная часть капитальных грантов выделяется из федерального бюджета. Заходит концессионер, который может привлечь в банки заемные средства, допустим, и этот объект сдать, условно, за 1 год. Потому что иначе происходит, как у нас всегда растягивается, денег не хватает, потом стройка останавливается, ждем, когда еще дополнительные деньги будут, соответственно, требуется дополнительная контрактация. Здесь, условно, концессионер сам кредитуется, строит школу, потом потихонечку, по мере поступления средств, мы фактически этот долг погашаем, то есть выкупаем его школу. То есть это такой подход, который позволяет быстро решить, не растягивать этот проект на длительное время. Кроме того, что надо решить проблемы эти старые, с третьесменной, с ветхими школами, с переполненностью. То есть у нас в этом году 1500 детей больше стало. В следующем году точно такое же будет ставить. То есть нам надо такими опережающими темпами. Поэтому как раз обращение к президенту было подготовлено от имени Владислава Витальевича именно с этим обоснованием. И ждем, что это было поручение Минпросу, Минфину о том, что к Туве надо подходить индивидуально. Тем регионам, где демографическая ситуация положительная, то есть мы проект демография активно выполняем, здесь надо, чтобы не отставали и проекты здравоохранения, и проект образования. В рамках концессионной программы поданы заявки на 5 проектов по строительству школ. По 2 из них уже ведется планирование. 1 школа будет построена на левобережных дачах, 2 будет построена либо в селе Сукпак, либо в поселке Хахем. В рамках программы концессии будет строиться и школа на Вавилинском затоне. Даян Дансюрюн, Чайхан Дангак, Мирана Иргит, Тува-24. В этом году в Туве завершается реализация крупных транспортных проектов: строительство моста через Енисей на автодороге Бояровка-Торахем, реконструкция подъезда к городам Кызыл и Шаганар. По обращению Владислава Хавалыга республике дополнительно выделено 350 миллионов рублей, которые тоже будут направлены на развитие сельских дорог.
Напомним также, что на нужды республики выделено 1,5 миллиарда рублей дополнительных федеральных субсидий. Из них 72 миллиона направляется на ремонт 13 грунтовых дорог и 3 мостовых сооружений. Преображается и столица республики. И для удобства водителей и пешеходов в Кызыле ударными темпами обновляются дороги и тротуары. Продолжит Инна Клоян. Давно такого не видели на улицах столицы. Начался ремонт центральных улиц. Снимается старый асфальт, равняется и прикладывается новый. На 2 улицах Кочетова и Ленина уже идут работы. В рамках программы благоустройства города идет замена дорожного и тротуарного покрытия по улицам Кочетова и Ленина. Строителям предстоит полностью восстановить тротуарную часть. Работа не из легких. С самого утра рабочие приступают к делу. Чтобы новое покрытие было ровным и долговечным, брусчатку прокладывают в несколько этапов. Первый – подготовительный. И этот этап является самым важным, потому что от его качества первичных работ напрямую зависят такие параметры, как скорость проведения работы и правильность, срок эксплуатации брусчатки, а также исход во время весеннего таяния снега. Контракт подписан с подрядной организацией ООО «Элита». Евгений Трунин рассказал последовательность работы. Замена, снятие старого асфальта, снятие старого грунта, потом наносится новый грунт, наносится геотекстиль, наносится мелкий щебень с отсевом, укладывается брусчатка, просыпается песком. Устанавливается новый бордюр. Ремонтные работы начались 1 августа со сроком исполнения до 1 октября. И уже есть участки, где работа близится к завершению. Например, участок от перекрестка улиц Чульдум-Кочетова до перекрестка Гагарина-Кочетова в центре столицы. На остановке Почта работы продолжаются. В данное время в мере города проводятся ремонтно-восстановительные работы по обустройству пешеходных переходов на улицах Кочетова, Чульдум и Ленина. По улице Кочетова ремонтируется участок пешеходного перехода от Чульдум до Гагарина, по улице Чульдум от Ленина до Кочетова, а от Ленина от Чульдум до Гагарина. Но данные работы будут продолжены и в последующие годы. На эти средства у нас выделено около 10 миллионов рублей с республиканского бюджета. Отметим, что на улице Ленина также будет восстановлена тротуарная дорожка. Тротуары столицы давно нуждаются в серьезном ремонте. Работы будут продолжены. Инна Клоян, Буяна Юн, Кузал Сарексерен, Тува-24. 26 августа состоится ежегодное республиканское августовское совещание педагогических работников республики. В этот раз оно пройдет в очно-заочном формате. О работе на различных площадках перед пленарным заседанием расскажет Алденкес Буян. По предписанию Роспотребнадзора России по Республике Тыва в связи с эпидемиологической ситуацией в республике августовское совещание проходит в очно-заочном формате. В этом году в непривычной форме проводится августовское совещание в дистанционном формате. У нас все и начальники управления образованием, и директора школ, и все заместители заучи по воспитательной работе, все подключились в дистанционном формате. Сейчас получается у нас на площадке по механизмам оценки качества образования подключились все начальники управления. Это все 19 муниципальных образований. На площадке, где подключены школы, это у нас более 173 школ по республике. Они все тоже подключены и работают в рамках второй площадки. На первой площадке по видеосвязи собрались руководители муниципальных органов управления образованием. Каждый из них выступил с коротким докладом. Один из первых был об организации питания. Все учащиеся с 1 по 4 классы школ республики будут обеспечены бесплатным горячим питанием. По окончании учебного 2021 года 97% учеников получили свои аттестаты. А для тех, кто не получил его, проводят подготовку к дополнительным дням пересдачи ЕГЭ или ОГЭ в сентябре месяце. У нас достаточное количество как медалистов, которые действительно подтвердили свои знания. А высокобальники у нас тоже процент увеличился. И в целом по качеству у нас с плюсом идет практически по всем предметным областям. Также на собрании подчеркнули проблему третьих смен и уже сейчас одобрили строительство новых школ. Мы получили подтверждение по строительству 2 новых школ. Это район
микрорайон Горный, улица Кичелова, территория, где 14-я школа расположена. Да? Это микрорайон Спутник 3-4, то есть рядом с 16-м лицеем еще одна новая школа будет построена по 850 миллионов каждая. Мы уже получили соглашение. Ну и, конечно же, это строительство новой школы в Волгазине на 616 мест. Итоги работы в августовской конференции педагогических работников будут подведены 26 августа на базе новой 18-й школы в 13 часов, где состоится пленарное заседание. Алдын Казбоян, Владимир Сюртук, Кузел Сарыксарен, Тува, 24. В Туве продолжаются армейские игры 2021. Команда России по военному ралли захватила лидерство по итогам первого этапа конкурса. Команда Вооруженных сил России по военному ралли по результатам индивидуальных заездов захватила лидерство в общекомандном зачете и стартует с первых позиций во втором этапе состязаний. Первый этап соревнований военных водителей завершился 23 августа. В этом году участники заездов проехали по незнакомому маршруту. Координаты контрольных точек штурман экипажей получили за несколько минут до старта. Водители преодолели маршрут протяженностью около 80 километров по пересеченной местности, горному рельефу и песчаным участкам с затяжными подъемами. Российские экипажи КАМАЗов и Уралов, победители военного ралли последних 3 лет, уверенно продемонстрировали лучшие результаты в индивидуальной гонке, обеспечив первые стартовые позиции во втором этапе и первое место в предварительном итоговом протоколе конкурса. В соревновательной программе международного конкурса военное ралли участвуют команды Белоруссии, России, Сербии, Китая, Монголии, Израиля и Узбекистана, а также вне конкурса представители Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках КАМАЗ и Урал. По предварительным итогам лидерство в общем зачете закрепилось за командой Вооруженных сил Российской Федерации. Напомним, армейские международные игры 2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. Всего в конкурсах принимают участие более 5000 военнослужащих из 42 стран. У меня на этом все. Всего вам хорошего. До встречи.